Друзья, всем добрый день, Ставы Бурлун. Сегодня Светлана Макарова, школьный ревизор. Сегодня мы пойдем в одну из частных школ и сделаем честный видеообзор. И, возможно, смогу вам показать ценности, по которым живет эта школа, а, возможно, я вам покажу не ценности. И это будет не реклама для них, а антиреклама. Не знаю, что будет. В общем, давайте смотреть. А подскажите, чем вас кормят? Какое самое вкусное, любимое? Вот, картошка, это наверное, самая любимая. На завтрак у нас самый любимый блинчики и бургер. Что? Еще сырники. И сырники, и оладушки тоже. Может, сойду тоже за... Какой вы класс? Шестой. Я тоже хочу так с утра каждый день завтракать. Наш класс. Есть парты, есть учебники и тетради. Тут у нас, органайзер. Да, тут наши такие. Вот, кстати, я вот... Это ты сделала? Да. На уроках мы делали вот такие закладки вчера. Позавчера. Это же из эпоксидной смолы. Да, из эпоксидной смолы. Вау. А с кем вы это делали? С учителем технологии. Боже. Вау. Вот это на технологии у нас всегда интересно. Мы там мыло делаем. Из песка делаем. Да, тут вообще очень классно. Хватит, может, да, уже? Я тоже теперь хочу к вам в школу. Вы прям садитесь и на перемене читаете книги? Да, только что мы перед вами читали. Да. Вот, телефонов у нас нет. Я, пожалуй, пойду перерожусь в этой жизни. Так круто это вообще просто. А у нас еще у нас время вообще до 3, но как бы если мы успеваем уроки, то нам разрешают вам оставаться до 4. Да, иногда нас кормят после. Да, как, на полдник, как бы, если мы остаемся. Вот. Счастливые дети. Круто. А это вы сами, да, обустроили уже там пледики, да, сделали? А чем вы здесь занимаетесь? Мы готовим, получается, пирог. Пирог? Пирог же? Торт без булочки. Тортик, когда должны прийти неожиданные гости, и у тебя нет времени, чтобы включить духовку. А как называется торт? Пока еще название не придумали. Но он авторский. Вот смотрите еще, вот, девочки, значки еще разные. Вот. Кошки за окошком. Есть приют. Угу. Вот. Ты помогаешь им? Иногда, да. Круто. Мы последний раз хотели сходить на такое же мероприятие с мамой, но она перепутала дату. Так было. Оказалось, что это на тот момент было вчера. У меня так с самолетами и поездами происходит. Нормально. Тут учителя хорошие. То, что мы еще домашку дома делаем, это очень помогает. То, что времени намного больше дома. То, что одноклассники хорошие. А ты училась когда-нибудь в обычной школе? Да. Да? Но тут намного лучше, чем в обычной. Здесь меньше человек. Это удобнее. Удобнее чем? Удобнее то, что больше внимания уделяется. Я не знаю, но вот это мне больше всего нравится, то, что мало человек, потому что в прошлой школе, это очень мешало. Ты чувствуешь себя здесь свободнее, увереннее? Да, конечно. Да? Да. А у вас здесь есть буллинг? Нет. А в школе обычный был? Да. Да. Обычный был. Друзья, может показаться, что это две модели, которых пригласили специально для съемок, чтобы они показали, насколько хороша их школа. Но это не так. Это девчонки, которые встретились в коридоре, и можно увидеть, насколько они искренне честны в своих высказываниях про школу, и они провели для меня экскурсию. Забирают телефоны, да, на входе в школу? Вы сдаете? Да, но сначала, вот первый день, это мы вообще прям... То есть нас забирают только сейчас, 5-й день, получается, нас забирают. Только вот с этой недели начали. Первый день было непривычно, то есть, потому что, страшно как-то забыть где-то телефон. Вот, а потом дальше мы уже начали играть там в игры, читать начали.
ходить просто по школе, там общаться. Да, меньше отвлекаться на самоподготовке. Мгм, кстати, да. И то, что уроки мы все время на время отвлекаемся. То есть, ну, сколько времени смотрим. А сейчас мы весь урок прям, да. А сейчас мы весь урок прям, ну, работаем прям активно так. Я спросила у детей, каждый ли день им хочется в школу, и они сказали да. Нам каждый день хочется идти сюда. В учебное, во внеучебное время. Нам здесь очень сильно нравится. Ну, вы счастливые дети, скажу я вам.